вечер. В эфире программа «Не пропусти главное». Здравствуйте, уважаемые телезрители. В декабре был принят главный финансовый документ Республики Саха-Якутия – бюджет на 2016 год. В чем особенности этого документа, как формируются расходы и доходы нашей республики, об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. Добрый вечер, уважаемые гости. Здравствуйте. Итак, конечно, самый первый вопрос – это какие задачи стояли перед бюджетом на 2016 год? Надо сегодня говорить о том, что сегодня принят бюджет. Да? Вот буквально в четверг мы приняли бюджет республики с 2016 года. Бюджет очень интересный, потому что мы в том только году принимали бюджет трехгодичный, а мы перешли на одногодичный. Да? Это же не просто, притом не все регионы так перешли, хотя рекомендовано было всем. Республика все-таки приняла решение перейти на однолетний бюджет. Ну, понятно, в связи с тем, что и в России, и в мировой экономике происходят непредсказуемые вещи, которые сегодня и прогнозировать, какие доходы у нас будут, в общем-то, довольно-таки сложно стало. Да? И это касается и цены доллара, и цены нефти. Поэтому, естественно, и Российская Федерация перешла, и мы вслед за ним, учитывая вот эти происходящие события, перешли на однолетний. Ну, у нас бюджет, когда был внесен в первом чтении, он был немножко другой. Сегодня мы окончательно во втором чтении, с учетом тех поправок, которые поступили не только от депутатов, но и от правительства, мы уже приняли бюджет. Уже у нас доходы приняты в сумме 164 миллиарда 400 миллионов рублей. А доходы приняли 172 миллиарда 600 миллионов рублей. Притом, надо отметить особенно, это мы уменьшили дефицит на 600 миллионов рублей по сравнению с первым чтением. Это 8 миллиардов 274 миллиона рублей. Ну, в общем-то, такой бюджет на самом деле, и это подтвердил как раз на пленарном заседании глава республики, одним из особенностей в регионах, да, республика приняла бюджет с ростом. Многие приняли пессимистические такие бюджеты. У нас сегодня получился довольно-таки оптимистический бюджет. Об этом надо людям говорить. За счет чего так получилось? Почему у нас такая перспектива? Вот Юрий Михайлович говорит о том, что у нас 164,3 принята доходная часть. В основном, конечно, по прогнозу социально-экономического развития, который формировался в августе и завершение было в сентябре, Юрий Михайлович уже упомянул, что осуществлять прогнозы в данной ситуации было достаточно сложно. Но, тем не менее, тот прогноз, который был получен и по данным предприятий, и по данным отраслей, по производству продукции, по фонду оплаты труда, который прогнозируется в следующем году, в целом по республике, были рассчитаны 4 вида основных поступлений. Это налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых и налог на имущество. Вот эти 4 основных вида формируют у нас налоговую базу. Вот именно налоговые доходы у нас и увеличены в следующем году. В целом налоговые и неналоговые доходы, если в этом году мы планируем закончить на уровне 102 миллиарда рублей, это собственные так называемые субъекты, то в следующем году мы планируем на уровне 113 миллиардов. Это, конечно, было отмечено достаточно, скажем так, амбициозно. В основном это за счет налога на прибыль. Юрий Михайлович правильно сказал, что налог на прибыль он достаточно сложно прогнозируемый. Само его название говорит о том, что это зависит от деятельности предприятий, на какую они получат прибыль, и, соответственно, мы можем рассчитывать, что они поступят в бюджет такой вид налога. Вот в основном налоговый доход у нас возник. Дефицит бюджета, вы сказали, да, Юрий Михайлович, он составляет более 9 миллиардов, 8 миллиардов рублей, да? А за счет чего будет покрываться вот этот дефицит? Ну, если по-простому говорить, это разница между нашими хотелками, совсем уж по-простому, да, нашими расходами и теми доходами, которые мы сегодня планируем. Это вот как раз разница составляет дефицит бюджета. Да. Естественно, этот дефицит, он не остается дефицитом, на него планируют определенные источники, которые мы планируем потом принять и закрыть этот дефицит. Да. Это в основном это наша кредитная деятельность правительства республики. Да. Да, то есть мы источники финансирования дефицита планируем на следующий год привлечение выпусков облигационных займов, это заимствование в любом случае, дефицит всегда финансируется за счет остатка средств, которые будут на 1 января. И кроме того, достаточно значительную долю в следующем году
правительство Российской Федерации оказывает поддержку регионам в следующем году, в 2016 году, они предусмотрели предоставление бюджетных кредитов. Это уже из федерального бюджета. Их отличие состоит в том, что срок у них удлинен до 5 лет, и ставка там льготная 0,1 годовых. Это как раз в помощь тому, чтобы замещение коммерческих кредитов из банков вот такую помощь оказывать субъектам. Ну вот бюджет принимался, вот, к тому, что вы сказали, о том, что все-таки у нас рост доходной части за счет налога на прибыль организации. Бюджет принимался в достаточно сложное экономическое время. Финансовый кризис в части, там не очень стабильный курс доллара, Да. очень сильно упала стоимость нефти. Вот, как все-таки, вот, исходя из каких принципов принимался бюджет, имеется в виду, насколько сложно было прогнозировать вот эту доходную часть? Очень Ну вот если начать Хороший вопрос. издалека, да, в 2007 году, как мы помним, принимали план развития Республики Саха-Якутия до 2020, 2020, как мы назвали, да, он был, по-моему, практически единственный план, который был защищен на уровне правительства Российской Федерации и был принят, там, да, помните, докладывал Вячеслав Анатольевич Штыров. И вот тогда планировалось, в общем-то, уйти от единственного практически в тот момент, да, компании «Алроса», который был бюджетообразующим. Да, то есть только на его ситуацию, на его деятельность ориентировался весь бюджет, естественно, вся жизнь республики. Это абсолютно было неправильно, потому что все равно прогнозировалось определенное падение, вот, в том числе и цены доллара, и изменение рынка сбыта алмазов. Мы только от этого зависели, то есть от одной иголки мы зависели. Да? Поэтому было, как раз в этом плане было принято все-таки особое внимание определить на развитие нефтегазовой промышленности. Да? И ведь сегодня мы пожинаем плоды вот выполнения этой программы. То есть у нас появился мощный Сургутнефтегаз, да? Газпром пришел, да? Транснефть пришел. Ну, Мечел, естественно, он тогда был, но Мечел сейчас, то есть Якутополь, да, он немножко другой, да, там, да. И вот интересно, что вот эти предприятия наши сегодня друг друга дополняют, да. Если в компании, например, зависит от курса доллара, да, вот у него очень много бюджетных заимствований, которые у них, да, то есть они брали в долг в долларах, да. Естественно, когда доллар резко поднимает, естественно, налоговая база его меняется как бы в уменьшенную сторону, да, то есть он платит меньше налога на прибыль. А Сургутнефтегаз, наоборот, предприятие, которое вообще не берет в долг, в том числе и в долларах, у него все деньги в банках лежат, работают в банках, в рублях, да, то есть зарабатывают только. В этом они заработали, наоборот, да, вот на курсах доллара, да. Поэтому Сургутнефтегаз дал нам плюсом то, что мы потеряли в компании «Алроса», дал Сургутнефтегаз. Тут надо смотреть, вот Валерий Ильич, возможно, может, наверное, согласиться, да, вот КГН, да, так называемая консолидированная группа налогоплательщиков, которую мы критиковали в первое время, да, то мы не знаем. Это с точки зрения прогнозирования сложности появляется, да, потому что мы не видим, например, да, тот же Сургутнефтегаз или там Мечел, Якутуголь, то есть в составе Мечела, да, мы не знаем, что творится в Российской Федерации, их филиал, как бы на территории, мы знаем только свое, и то нам не дают такой информации, да, но тем не менее, последние 2 года мы от этих КГНов получили в счет хорошей работы не только у нас, но и в целом территории Российской Федерации, мы получили дополнительные доходы, да, хотя в других территориях к отношению к КГНу есть определенная отрицательная сторона, и Российская Федерация, кстати, приняла решение там, да, больше этих КГНов не создавать. Да? Это тоже говорит о том, что к КГНам отношения, в общем-то, регионы разные. Для нас, в общем-то, я считаю, это пока плюсом дает. Да? Вот счет работы этих предприятий мы сегодня получили, и вот 2015 год об этом показывает, и те прогнозы, которые нам дают эти предприятия в 2016 году, пока вот мы планируем доходы довольно-таки оптимистичные. Да. То есть вот эта база, которая была заложена Да, в 2000-х годах, она сейчас дает, меньше зависит от вот этих колебаний международных факторов, да, по сути дела, при формировании бюджета. Да, Правильно, в целом. Ну и вы правильно отметили, что да, были сложности, ситуация изменяется достаточно быстро, и глава республики отмечал это на заключительном слове при принятии государственного бюджета. В декабре, вы видите, ситуация достаточно быстро меняется. Мы должны это обязательно учитывать. Это называется факторы риска, которые, безусловно, мы должны уже рассматривать и в первом квартале, как будет развиваться деятельность наших компаний, которые приносят
нам налоговые доходы пополняют доходную часть бюджета. Именно от прогноза, который в первом квартале уже будет, мы будем смотреть на эту деятельность, будет зависеть наш взгляд на расходы бюджета, в зависимости от темпов исполнения наших планов. Ну, правильно, потому что когда вот просчитывался этот бюджет, там показатели вот по отношению к доллару, я имею в виду, были совершенно другие, 63,5, по-моему. Да, Сейчас же уже 67, да, да. стремительно за 70. Поэтому вот действительно вот я вот этот вопрос, ну, вы уже предварили, ответили на него. А скажите, пожалуйста, в чем новизна вот этого бюджета, если не считать, что он вот только принят на 1 год, это, безусловно, новшество, а кроме этого, что еще? Ну, в целом, в общем-то, обязательства государственной власти, как субъекта Российской Федерации, так и в целом любого общества, это в первую очередь сохранить устойчивость и сбалансированность государственного бюджета для того, чтобы исполнить те расходные обязательства, которые есть у государства по отношению к гражданам. Это в области здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, и в области социального обеспечения. Кроме того, сохранить по возможности те меры поддержки отраслей экономики, которые у нас занимают достаточно существенную часть. Это субсидирование отраслей экономики, помимо вот этих базовых социальных, которые обеспечивают представление услуг гражданам, определенных Конституцией. Новое, ну, по году благоустройства мы дополнительно рассматриваем. Следующий год Благоустройства, да, объявлен населения. годом благоустройства. И в этой части у нас и по развитию сельских территорий значит, программа реализуется. И дополнительный транш выделен в размере 450 миллионов рублей на конкурсной основе муниципальным районам, для того, чтобы эта работа продолжилась. Она, конечно, и до этого была. Что касается с точки зрения увеличения, то в следующем году мы сделали индексацию фонда финансовой помощи муниципальным районам, муниципальным поселениям на 5%. И в целом этот фонд у нас дотаций нашему муниципальному району поселения в общем смысле увеличился на 5 миллиардов. Если в этом году он был 20 с лишним миллиардов, то в следующем году он 25 миллиардов. Там есть, конечно, определенная часть перешедших субвенций, но вот на 2 миллиарда мы увеличили. Это одна из новаций. Ну, можно сказать, что на самом деле мы достаточно уже в начальной стадии увеличили расходы по инвестиционной программе. И кроме того, мы надеемся, реализуем те новые проекты по государственно-частному партнерству, по строительству детских садиков, школ и объектов культуры. Это первый для нас проект. Для этого мы тоже заложили определенные объемы в инвестиционной программе. Ну и бюджет продолжает оставаться социально Да, ориентированным. да. Хотел И об при этом этом, да, сказать, то есть да. устойчивость, сбалансированность и сохранить задачи на базовый отрасль. Тут интересно, в общем-то, можно цифры назвать, да, вот, если взять вот наши собственные доходы, да, вот 113 миллиардов рублей, и, ну, если вот 113, а 64 миллиарда в расходах сидит, это оплата труда. Да, вот, то есть у нас более половины наших собственных доходов идет только на заработная плата, да, ну, дальше идет социальные обязательства, инвестиционная программа. То есть мы вот если исполняем Майского указа, мы, слава богу, в 2015 году достигли всех тех параметров, которые должны были достигнуть по этим планам. И ну, естественно, дальше будет дальнейший рост, да, ну не в 2016 году, но в 2017 году все-таки, наверное, опять начнем догонять. Да. В этом случае у нас бюджет, вот, ну, доля заработной платы в бюджете в наших доходах, она будет увеличиваться намного. То есть наши возможности по социальной, да, ну, наверное, скорее всего, не по социальной, а по инвестиционной возможности у нас будут уменьшаться, насколько будет возрастать заработная плата. Фонд оплаты труда. Да, фонд оплаты в составе труда. расходов бюджета. А вот в части доходов, допустим, от деятельности собственных предприятий республики, ну, такие как, допустим, у нас есть ГУП ЖКХ, Кондракметалл, там достаточно, которые, в общем-то, должны давать дивиденды. Вот насколько значительную часть они внесут в доходной части бюджета? Показывают рост или нет? Достаточно хороший вопрос. Вот в части неналоговых доходов, которые формируются за счет дивидендов, вы понимаете, что самая большая часть дивидендов это получаем мы по акциям компании «Алроса». Если в этом году мы получили государственный бюджет 2 миллиарда 900 миллионов, то муниципалитеты порядка 1 миллиарда рублей. А на 2016 год мы уже планируем с некоторым увеличением. 4 миллиарда 400 миллионов в государственный бюджет и вот в муниципальные
8 муниципальных районов, которые тоже обладают, они самостоятельно получают от компании тоже дивиденды по 1%. Да, ну вот я хотел добавить как раз в части собственных предприятий, помимо того, что сказал Валерий Алексеевич в части дивидендов от акционерной компании «Алроса», согласно нормативам, вот как раз зачисление по специальным налоговым режимам, это упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, они 100% поступают как раз-таки в местные бюджеты. И вот по Мирнинскому району я хотел сказать, если собственные доходы у нас по этому году приближаются к 2 миллиардам практически, то поступления как раз по вот этим специальным налоговым режимам составляют 250 миллионов. А это как раз-таки налоги от малых и средних предприятий, то есть не от таких крупных, о которых вот шла речь в первой половине. Поэтому ну вот, даже в этих цифрах видно, что более 10%, я считаю, это очень существенное поступление собственных доходов составляет как раз-таки упрощенная система налогообложения и налог в виде единого налога на вмененный доход. Ну, мы тут уже говорили о том, что 2016 год это будет год благоустройства сельских поселений, территорий. И у нас работает комплексная программа развития сельских территорий. Скажите, пожалуйста, какие средства направлены на реализацию этой программы? Ну, если начать с бюджета республики на развитие сельского хозяйства, то впервые в истории республики в 2016 году предусмотрено из бюджета республики 10 миллиардов 200 миллионов рублей. Если сравнить с этим годом, 2015 годом, у нас на начало года было 7,5 миллиарда рублей, потом по ходу при корректировке дошло до 9,5 миллиардов рублей. С учетом 4 источников у нас это федеральный бюджет, республиканский бюджет и муниципальные и внебюджетные источники. Вот планируем в 2012 году примерно привлечь для развития сельского хозяйства примерно 12-13 миллиардов рублей. Если взять федеральный бюджет, то впервые в истории, в 2015 году мы получили с федерального бюджета 1 миллиард рублей. Раньше, если было 700-800 миллионов, то в этом году благодаря поддержке Минсельхоза России мы получили 1 миллиард рублей. Но при этом надо сказать, что если сравнить с другими регионами, допустим, мы на софинансирование по 22 мероприятиям, программам, да, выделяем 3,5 миллиарда рублей с республиканского бюджета. На это получаем 1 миллиард рублей. А если посмотреть на другие регионы, у нас 85 субъектов, из них примерно участвует 82 субъекта, не считая Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. На софинансирование предусматривают регионы 52 миллиарда рублей по России. А только Республика Саха-Якутия, мы в своем бюджете на эти мероприятия только 3,5 миллиарда рублей. Это очень большие деньги. Но надо, А с чем связаны такие вот завышенные, чем обосновываются такие запросы на ну, вы такие знаете, суммы? что мы живем в резко-континентальном Да, резко. климатических условиях. У нас, как говорится, рискованное земледелие и так далее. Да? У нас 9 месяцев зима получается. Поэтому без помощи государства любой крестьянин, любое сельское хозяйство не выйдет. Даже в цивилизованной Европе выделяется столько субсидий на развитие сельского хозяйства. Поэтому без субсидий, без помощи государства сельское хозяйство не выдержит. Поэтому для того, чтобы поддержать село, не только сельское хозяйство, но и село, благодаря этой программе, благодаря помощи республики и руководства, депутатов, до сих пор наши коренные поселки не закрылись, только в республике. А если взять по России, десятками тысяч закрывались поселки, села. А благодаря поддержке социальной направленности нашего бюджета, поддержке руководства и депутатов, село развивается. Не просто живет, а развивается. Реклама на НВК «Саха». Вы смотрите «Не пропусти». Главное, мы говорим о бюджете 2016 года. Смотрите, вот если сравнить с другими регионами, наше село строится очень много социальных объектов. И по линии добрых дел, и по линии инвестпрограмм и так далее.
Кроме этого, у нас строится очень много домов, новых домов. Если сравнить с центральной части России с другими регионами, даже вот Амурская область возьмите, вот наши села отличаются тем, что у нас идет развитие. Не просто так живем, а развитие, надо это указать. И если вот взять, допустим, те же наши регионы, которые у нас высокоразвитые, вот Татарстан возьмем, Башкирию и так далее, вот бюджет у них не так помогает. Допустим, им дается за литр молока, допустим, если ты надаешь только 4000 литров молока и сдаешь, за это они выделяют, как субсидии, только 3 рубля. А у нас 30 рублей с этого 2015 года. Понимаете, такая огромная помощь, и надо отметить, что работа идет. А то у нас есть моменты, что политики есть, которые говорят, что денег не делаются, сколько-то бюджета должны быть 15% и так далее. Таких разговоров очень много. Но на самом деле реально мы ощущаем помощь республики. Спасибо. Вот взять сельское хозяйство, да, это не только развитие, вот, на самом деле, сельского хозяйства, да, там есть определенные статьи по развитию территорий, да, сельских территорий, об этом сейчас говорили, да, вот сейчас спрашивают многие, да, вот принят, 16-й год, это год благоустройства. В чем он говорит, да, благоустройство? Вот, благоустройство сидит не только в сельском хозяйстве, да, отдельно вот выделено 450 миллионов, как грантовая система, да, 100 муниципальное образование по 4,5. Притом надо говорить о том, что у нас осталась еще та, которая действовала вот, начиная с 2014 года, когда большим, да, это районным центрам, городам по 5 миллионов рублей, да, 2 миллиона рублей это те, которые более 1000 населения, да, и менее 1000 миллион. Вот это тоже осталось, это примерно 630 миллионов рублей. Да. Плюсом надо говорить о том, что из дорожного фонда через Министерство транспорта, через Министерство жилищно-коммунального хозяйства будет выделено 200 миллионов рублей тоже на благоустройство, это в основном касается дорог, да, благоустройство в том числе это дороги, да. Плюс мы получили грантовые, планируем получить грантовые из федерального бюджета, да, 260 миллионов рублей, из них 160 миллионов предлагается выделить, механизм еще не выработан до конца, но будет выделено именно из бюджета республики, из этих поступив. И в итоге получается 1 400 000 000, надо плюсовать еще 50 миллионов, то, что мы дали в уставной капитал Алмаз Эргенбанка, и как раз на благоустройство именно жилого дома для неимущих жителей. Поэтому софинансирование муниципалитетов, вот получается, да, 1 400 000 000 только это касается государственного бюджета, и плюсует еще софинансирование, да, это очень большая сумма, и мы, наверное, получим большой эффект именно развития не в городе Якутске, да, именно вот в наших улусах, в районных центрах и в селах. Вот это мы считаем, это самое главное, то, что дал нам глава республики, да, посыл. Вот это развитие территорий именно вот наших улусов. Я тоже хотел бы отметить, что действительно была проведена большая работа по переходу на программно-целевой бюджет, в рамках которого республикой, всеми министерствами была проделана, я считаю, очень большая работа по систематизации этого процесса, то есть все программы, конкурсы, гранты сейчас выделяются на абсолютно прозрачных, понятных условиях. Все муниципальные образования в равных абсолютно условиях подают заявки. Я считаю, самый главный принцип очень правильный, что деньги выделяются не как по смете, да, а именно под какой-то документ программный. Под задачи. Да, под задачи, соответствующие индикаторы. И я считаю, наша республика из всех субъектов, наверное, на передовых позициях находится именно по внедрению и реализации вот этого программно-целевого метода. Поэтому здесь, конечно, огромная роль в проведении вот этой политики Министерства финансов республики. И мы на муниципальном уровне тоже стараемся свои муниципальные программы именно делать соответствие по тем направлениям, которые у нас государственной политики, и, соответственно, закладываем, как Юрий Михайлович сказал, свою долю софинансирования по всем направлениям. И вот 16-й год еще добавлю. 16-й год по поручению главы республики мы должны ввести 600 тысяч квадратных метров жилья. Впервые в истории республики. Где 50% это 300 тысяч квадратов сельской местности. Поэтому помимо благоустройства, и строительства домов,
от школ, детских садов. Еще с 2016 года в России будет работать очень большая программа по Министерству образования. Это создание условий в общеобразовательных учреждениях, где до 2025 года, с 2016 года по 2025 год в данной программе предусматривается, планируется привлечь 3 триллиона рублей. Первый год, это 2016 год, у нас как бы Якутия, республика, должна попасть по нему, но в том плане, что там первый год это 1000 ученических мест. Это получается сокращение двухсменной, трехсменной обучения. Поэтому по всем программам, по республиканским, по российским у нас есть планы, республика работает. И, как я уже сказал, мы что планировали, что захотели вот, на привлечение федеральных средств для республики. Впервые в этом году вот, получаем средства. Пожалуй, допустим, в этом году мы с республики получили 150 миллионов рублей, то на будущий год уже 250 миллионов мы выделяем для софинансирования строительства домов. Это на 100 миллионов больше. И, Сельская местность. да, сельские местности, только сельские местности. Поэтому это будет большое подспорье для увеличения строительства домов, жилья, благоустройства сельской местности. Я бы тут еще добавил, да, вот у нас 500 миллионов было выделено на ипотечное кредитование. Оно разделено на две части, да, ну, было немножко по-другому, но при принятии бюджета оно было разделено уже на две части. РИА, есть, да, Республиканское инвестиционное агентство, в него 200 миллионов рублей, в основном это будет строительство ипотеки в городе Якутске, в основном, да, а 300 миллионов пойдет через Алмаз-Эргенбанк, развернуто в сторону именно районов, да. Мы считаем, вот, депутаты приняли определенные решения для себя. Сегодня не надо завлекать город Якутск дешевыми ипотечными предложениями из сельских районов, деревень, которых мы говорим, что мы их сохранили, да, а наоборот там надо строить, да. Это доступность многоквартирного жилья должна работать в первую очередь на сельских наших районах. И там должны строить, ну, у людей многоквартирные дома, это там, да, 5-6-этажные, там, большие дома, да. Мы буквально вчера были на открытии жилого дома по другой программе, да, по аварийному жилью в село Хаптагай, маленькое село, 3-этажный, 12-этажный благостроенный каменный дом. Да? Вот это должно быть во всех районах культивироваться, да, пример надо брать. Именно вот такие благостроенные каменные дома, 12-квартирные, 4-квартирные дома, да, и на это надо идти, чтобы людей оставлять там, чтобы условия жизни должны быть не только в городе Якутске там, да, улучшены, а должны быть созданы и там То есть у условия. нас политика больше так как бы деурбанизация. Конечно, наоборот, конечно. И Это надо обязательно да. делать. И потом еще 2016 год у нас будет тоже работать на подключение тепловым сетям. То есть где газа нету, где не планируется газифицировать поселок, то там нужно построить большие котельные и подключать к ним жилой фонд, жилой сектор. Тогда разница между городом или районным центром, поселками уже как бы ликвидируется. В селах имеется связь, сотовая связь во всех. Раньше, 5 лет тому назад, не было же такого, чтобы сейчас у всех сотовый телефон, у всех смартфон и так далее, WhatsApp и так далее, все же у нас в селах имеют. Поэтому, думаю, в скором времени большой разницы не будет. Только сейчас нам необходимо, чтобы в селах, в крупных селах, допустим, да, построить, допустим, в клубах домашний кинотеатр, то есть, чтобы раньше не было. Ну, еще обеспечить рабочими местами. Конечно, это обязательно. Без Благоустройство это, конечно, хорошо, но- без производства, без сельского хозяйства развитие в селах невозможно. В ходе обсуждения бюджета поступало много поправок, предложений, в том числе предложения от Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Вот об этом расскажите, пожалуйста. Ну, если говорить вообще о процессе принятия, значит, мы в этом году, как принято, прошли нулевое чтение, так публичное слушание, да, с общественностью. Притом это было, ну, можно сказать, нововведение в режиме онлайн. Вот Георгий Карлович участвовал в режиме онлайн, смотрели, да, и
вот из 4, ну там по возможным чисто техническим 4 муниципальных образования могли задавать вопросы прямо вот там, да, сидя в студии или сидя у себя, задавать эти вопросы. В общем-то, прошло в этот раз очень так активно, в том числе вот наконец-то у нас выступила и Федерация профсоюзов, да, это было по заработной плате. В основном у него это было какое, да, вот бюджет, в общем, пессимистический, да, надо как бы вот о зарплате надо говорить пессимистически, да, но вот мы уже говорили о том, что мы достигли определенным порядком там, да, вот тех параметров, которые должны были достичь, мы уже в 2015 году достигли, да, и по всем целевым этим группам, там, да, остается у нас не целевая группа, которую мы учитываем в этом бюджете, это рост 5,5%. Это те категории работников бюджетной сферы, которые не относятся к целевой, упомянутой в указах президента страны. И кроме того, одна из важнейших задач, она была решена в 2015 году впервые в нашем субъекте, и в 2016 году продолжена. Это минимальная заработная плата у нас теперь должна быть не ниже прожиточного минимума. Для этого тоже для работников бюджетной сферы мы закладываем дополнительные средства. Вот с 1 июля 2015 года и на 2016 год мы дополнительно этой цели тоже заложили 700 миллионов рублей. Надо сказать, что на мероприятиях в целом по фонду оплаты труда, для поддержания того уровня, который имеется по указам президента России, в целом мы распределили дополнительно порядка 7 миллиардов в 2016 году. Вот почему у нас фонд оплаты труда, сейчас мы говорим еще 64 Да, но тут сразу миллиарда. у меня, например, возникает вопрос. Тут же надо различать понятия индексация и повышение. Вот Да. тут надо четко, наверное, Абсолютно нашим правильно. гражданам Абсолютно пояснить, да, правильно. что имеется в виду. Да. Повышение фонда оплаты труда в целом для категории вот, это врачи, педагогические работники, те, которые, по которым приняты дорожные карты, так называемые, поддержание определенного уровня по отношению к средней заработной плате в регионе. Если средняя заработная плата в регионе у нас повышается, то, соответственно, к этому уровню мы должны сам уровень заработной платы повышать. Это называется не индексация, а повышение фонда оплаты труда в целом, который распределяется на всех работников. И вот на эти цели мы ежегодно с 2013 года направляем средства. За этот период мы направили порядка 30 миллиардов дополнительно на решение этих задач. Что касается индексации, то индексацию в следующем году мы применили по социальным выплатам. То есть это социальные выплаты – это определенный размер, например, 1200 рублей по ЖКУ для педагогических работников. Вот на этот фиксированный объем мы делаем индексацию 5,8%. Потому что заработная плата она считается по-разному, мы увеличим в целом фонд оплаты труда. А вот индексацию мы 5,8% для социальных выплат по всем пособиям. 5,8%, а официальная инфляция у нас больше 12%. Ну, а в прогнозе социально-экономического развития на следующий год мы приняли прогнозные значения от декабря 2015 к декабрю 2016 года. Показатель он прогнозируется 5,8% в 2016 году. И федеральный бюджет принял такую же цифру. У них индексация вот именно социальных выплат 5,5%, у нас 5,8%. Но на 11% мы индексировали выплаты по жилищно-коммунальным услугам, тем льготным категориям, которые получают эти услуги. Это, в том числе и педагогические работники. Если вот, допустим, ну, такой обывательский, наверное, взгляд на вещи, на этот бюджетный процесс, на его принятие и так далее. Знаете, когда общаешься, либо вот в этой студии с чиновниками, либо граждане приходят там на встречу с чиновниками, вот говорят, ну почему ты вот это не сделаешь? Говорят, ну денег не дали в бюджете. И в связи с этим вот вопрос, ну идите, мол, в Минфин там или куда там, куда-нибудь идите, но не ко мне, да? Вот в связи с этим вопрос, а как вообще процедура? Вот, например, я смотрю, там вот запланировано на там, образование столько-то, на там, здравоохранение столько-то. Почему вот именно столько запланировано? Как вообще вот это Абсолютно, да, абсолютно правильно. То, что Георгий Карлович говорит, Хороший вопрос, да. Программно-целевой метод, да, это о чем говорит? Мы приняли 35 государственных программ, да, оно четко расписано, да, по годам, ну, обычно на 5 лет, ну, в основном на 5 лет, да, все расписано, да, что должно быть построено, да, какие расходы должны быть, ну, в том числе и заработная плата какая должна быть. Вот это все расписано. И вот у нас из нашего бюджета, если расход взять, расходную часть бюджета взять, 95% идет на программы, да.
То есть, если в программе не запланировано, да, даже, ну, мероприятие, строительство, оно, естественно, не может никак попасть. Да? Хоть ты пиши поправки, там, оно не может. В первую очередь должен быть шаг, да, чтобы это мероприятие попало в программу, в уточнение программы. Да? Поэтому вот мы, когда принимаем бюджет, уже ну, в первом чтении мы параметры приняли. Времени очень мало было, потому что мы в этом году приняли, ну, федеральный бюджет был принят с опозданием ну, на 10 дней, поэтому на 10 дней у нас сокращено было ну, как бы работа во втором чтении. Тем не менее, мы создали 5 согласительных комиссий, это совместно с исполнительной властью, депутатами, по разным направлениям, да, ну, по доходной части, по социальной, по промышленной, по инвестиционной программе, по сельскому хозяйству, 5 согласительных комиссий, которые отработали и субботу, воскресенье, по 2, по 3 комиссии, выпустили пар определенные, да, определенные мы эти поправки, которые мы получили, да, поправка чисто по телу бюджета мы получили 90, если могу ошибиться, 92 две поправки. Это не только депутаты, это и правительство, в общем-то, поправки готовит во втором чтении, да, в том числе по уточнению параметров. Из них 58 поправок принято. Вот интересно, да? Ну, говорят, что поправки не принимают, это неправильно. Поправки принимают. Ну, по инвестиционным получили мы 86, по-моему, поправок, из них ну, практически не принято ни одно. Вот, Виктор Николаевич Федоров был бы здесь на студии, он бы ответил, да? Это только по одной причине, что эти мероприятия, которые, ну, или поправки, которые были внесены, они не относились к программной части, да? Программы они не существуют, да, они могут быть за программой, да? Поэтому, естественно, они были отклонены, там одна поправка была принята во время пленарного заседания была, да? Ну, эта поправка была. Вот этот объект как раз был в программе. Вот и депутаты восстановили. Сейчас я добавлю, да? Да. Вот в связи с введением санкций со стороны Европы и Америки, да, был принят план импортозамещения. В связи с этим с федерального бюджета были выделены средства, по которым в этом году, в 2015 году, мы выдали гранта на начинающих фермеров 167 человек. А предыдущие 3 года, начиная с 2012 по 2014 год, мы только выдали 151. Это получается за 1 год, за 2015 год, мы выдали больше грантов начинающим фермерам, которые были безработниками и так далее. Да? Поэтому 2016 год у нас тоже есть увеличение в этой части со стороны федерального бюджета. Это получается так. Если в этом году было выделено 2 этапами по начинающим фермерам 3,8 миллиардов рублей, то только на 2016 год 4,4 миллиарда рублей. И тогда получается, что мы будем финансировать, выдавать грант нашим селянам, которые, допустим, без работы или увольняются, или выезжают в села для создания своего бизнеса. Больше, ну, не меньше этого года. Можно я И все-таки отвечу на вопрос Павла? Ага. Как формируются расходы? Да. Почему те или иные расходы в образовании, здравоохранении? Расходы туда не попадают, они формируются на нормативной базе. То есть расходы идут на одного ученика, на одного воспитанника детского сада. По нормативам. По нормативам, так? И таким образом, вы правильный вопрос задали, таким образом формируется программа об образовании, например. Норматив, сколько это федеральные государственные образовательные стандарты в области дошкольного, школьного, среднего и так далее считаются на ученика. Идет норматив, сколько для него нужно предметов, часов учителей, какая должна быть площадь, спортзал и так далее. Это нормативный затрат, потому что наше учреждение предоставляет услугу. Наши учреждения работают не сами для себя. Учреждения здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения, они оказывают услугу определенному контингенту потребителей этих услуг. Государственным. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь.
наши 85 государственных бюджетных учреждений в виде лечебно-профилактических учреждений, в зависимости от коек и так далее. Это нормативные затраты, они так и формируются. Не с точки зрения, а какое бы мероприятие еще, а с точки понятно. зрения, сперва вот эта база, за что отвечает государство с точки зрения обеспечения конституционных прав. А затем уже, если у нас позволяют доходы, идет поддержка отрасли экономики. Это первое, это вот так формируется абсолютно правильный вопрос. Да, я хотел бы Расходы. добавить вот тоже в Не часть... хаотично, а в программном на нормативной основе. То есть уже все посчитано, просто как бы... Вот Не нужно- все подсчитано, Нет. подсчитывается ежегодно, потому что ежемесячно, меняется да? контингент. Для этого мы собираем, что такое прогноз социальной экономики? Это мы собираем все данные, сколько учеников в муниципальном поселении, да? Детей от 0 до 3, от 3 до 7 лет, от 6 лет до 17, чтобы определить объем услуг, насколько они изменились. Да, они есть базовые, а это меняется, да, расчет. Новые школы каждого. появляются, новые детские сады Да, появляются. протяженность дорог, значит, да, удаленность от районных Районных центров, центров. это для расчета дотации. То есть множество факторов учитывается. А для того, чтобы- программные это уже по калькуляции, по каким-то сметам. Нет, и я так хотел далее, бы... да? Нет, Можно вот Да, это- Георгий это- Карлович, да. в пожалуйста. каждой Я программе. хотел бы на ваш вопрос ответить вот относительно Мирницкого района. В принципе, вот коллеги об одном принципе, процессе говорим. Есть обязательные расходы, да, ну вот оплата труда, коммунальные, рассчитанные по нормативам. Ну, я так понял, ваш вопрос звучит, вот действительно в жизни бывает там, а почему не провели мероприятие? Да, действительно, часто слышат ответ, что не заложили деньги, да. Вот, поэтому, ну вот, на примере Мирницкого района могу сказать, у нас практически 2/3 бюджета расходов составляют как раз вот эти обязательные затраты, то есть оплата труда, коммунальные расходы. То есть те затраты, которые необходимы для нормального функционирования учреждения бюджетной сферы, чтобы оно могло оказывать вот муниципальные услуги, да, для населения. И вот как раз-таки я хотел сказать, что один из принципов бюджета, да, прозрачность. Мы по аналогии вот с республиканской такой инициативой издали бюджет для граждан Мирнинского района. То есть в этой брошюре как раз-таки приводится анализ отчетных данных за 3 года и как раз по каждой программе с фотографиями, с направлением, то есть абсолютно прозрачно с цифрами показано, куда направляются вот деньги налогоплательщика, бюджетные расходы. Вот, да, очень хороший пример. Министерство финансов республики. Это, в Ну, так общем-то, подержите, чтобы да. тоже видно В было. общем-то, это программа повышения финансовой грамотности, которая принята в Российской Федерации 3 года назад. И субъекты выпускают такие брошюры. Вот в этом году первый пример у нас из муниципальных образований, это показал муниципальный район. Кстати говоря, вот по этой брошюре «Бюджет для граждан» 2015 года вчера подвели итоги всероссийского конкурса среди субъектов. Значит, Министерство финансов Республики Саха-Якутия удостоилось среди юридических лиц первого места за комплексное изложение бюджета для граждан. Вот, это финансовый университет при правительстве Российской Федерации ежегодно проводит по заданию Министерства финансов Российской Федерации. То есть здесь мы стараемся в комплексной такой вот основе показать по каждой программе направление средств. Мы уже 3-й год выпускаем, очень он востребован в образовательных организациях, мы знаем, в финансово-экономическом колледже, в наших вузах, которые могут вот и в техникумах наглядно показать гражданам доходы и расходы конкретно куда направляются. Все Вот очень она понятно в сайте и Минфина, доходчиво. оно висит, там это можно открыть. Там, Ну и на сайте, конечно, это открыть, есть, любой, безусловно. там, Да, то есть мы призываем всегда пользоваться той информационной базой, которая есть, и находить для себя вплоть до определенного мелкого вопроса. Ответ там можно найти, если Я- какой-то не хватает, то можно запросить. И бюджета добавим, да? Не всякому удается работать в бюджете, и не все становятся учителями, в селах безработица большая. Вот в связи с этим я хочу добавить, что согласно, закон меняется в том плане, что иностранные граждане с будущего года должны не работать продавцами, рынках, оптовых магазинах и так далее, да. Потом очень много с бюджета помогает по предпринимательству. У нас в селах забыты бытовые услуги, парикмахерских нету, поэтому если есть желающие в этом плане организовать свой бизнес, могут обратиться улусные комитеты фонда предпринимательства
Министерства предпринимательства и по делам туризма, и они могут тоже попасть, получить для развития, для создания своего бизнеса тоже средства из бюджета, как бы стартовый капитал. Поэтому не всем дано, что получать зарплату с бюджета, но при помощи бюджета можно и создать свой бизнес. Что-то Да, при предусмотрено в бюджете на приобретение жилья для детей-сирот? Безусловно, эта программа и обязательства всегда есть такое у субъектов Российской Федерации. В этом году на эти цели было направлено 800 миллионов рублей. Но здесь иногда муниципальное образование сталкивается с такой сложностью по строительству, при работе с подрядчиком. Да? Но эта программа у нас ежегодно исполняется, она будет всегда исполняться, безусловно. Вот вы говорили сегодня, что было широкое обсуждение. А вот какие, наверное, самые такие предложения, которые были не приняты, отклонены, какие предлагали, может, депутаты, представители общественности, то есть чтобы понять, какие, скажем так, области интересов бюджет все-таки не покрывает, ну, по объективным, может, причинам. Ну, я бы так не сказал, как бы не покрывает. Да? Нет, Вот я инвестиционного говорил о тех основного. поправках, да, которые в основном не приняты только из-за того, что они в программу не попали. Да? То есть была определенная недоработка. Да? Во-первых, у объекта нет проектно-сметной документации. Она тоже в программу инвестиционную входит. Да? Сначала надо попасть в проектно-сметную документацию, ну, естественно, в программу, через программу делать проектно-сметную документацию, пройти Получить заключение. экспертизу, там, да, только после этого оно может появиться как строитель. Это всем понятно. Да, вот просто так, будь бог ты барах, он попасть не может. А вот какие приняты были, да, была принята очень интересная поправка, это касается малочисленных народов Севера. Это о той, ну, это опять я говорю по-простому, да, заработная плата, хотя это не заработная плата, а субсидия, да, оказание помощи да, определенным образом, заработная плата оленеводов. Да. Выплата. Да, выплата. Так, да. Вот по ней сначала было в бюджете заложено, значит, до 20 тысяч рублей довести, да, притом это в сумме, да, не 388 только с государственного миллионов. бюджета, но и с оленеводческих предприятий, там, да, и бюджетов районов. Да. Ну, тут, если 15 год взять, очень интересная была выкладка, да, когда мы парламентское слушание делали, значит, вот в Оленёкском, Анабарском районе предусмотрели софинансирование, да, а Алданский и Нерюнгринский район, да, не предусмотрели вообще ни копейки, да. И обоснование было, да, ну, в Алданском и Нерюнгринском районе как бы финансирование очень плохое, средств не хватает, поэтому не предусмотрели, хотя это абсолютно не так, да. Поэтому нам и депутатам, и правительству надо отрабатывать это, да. Но когда была принята эта поправка народных депутатов, сегодня заработная плата повысилась намного, притом, да. Ну, естественно, стоит задача, ну, во-первых, эти средства, вот 20 тысяч, это будут уже бюджетные деньги, да, а сверху уже будет и районов, и тех предприятий, которые занимаются оленеводством. Да. Вот Спасибо. это определенная как бы поправка, социальная поправка, которая была принята. Ну, давайте мы на этом закончим. Мы благодарим вас, что вы приняли участие в нашей программе, что очень так подробно рассказали о финансовом документе, с которым мы будем жить весь год. Спасибо вам. С наступающим Новым С годом. наступающим Новым годом. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Смотрите нас на НВК онлайн в любое удобное для вас время. Всего доброго. С наступающим Новым годом.